Короче, село Манжирок. Там про него пьеха. А есть какая-нибудь, Андрюх, тряпочка? Вижу, перчатка. И я туда приехал, там была баня, ну, прям на берегу реки. Вот где вот эти горы, прям в Алтае, где за Горным Алтаем примерно, это город Горно-Алтайск, где-то километров 45-50 от него, вверх по течению вот этой реки Катуни, между вот в ущелье гор, там течет река такая, и прям на берегу баня, короче. И там я жил там, сколько, 2 недели у алтайской целительницы, реально. Мне было где-то 20 лет, это был 2003 год, да, 21 год. Короче, что там делал? вот, просто у нее, она меня пригласила, там, она с родственником с моим занималась, там, здоровье ему поправляла, и потом говорит, типа, ну, не хочешь ли съездить ко мне? И я еще хотел, знаешь, в Турцию поехать, там, куда-нибудь, знаешь, лето, там, июль месяц, конец июля, начало августа. И мне батя говорит, блин, да ты поедешь в эту Турцию, в Египет еще хреново тучу раз. А, прикинь, кто был на Горном Алтае, в Алтае, там, у нее, у целительницы, говорит, у алтайской. Никто же не жил, так что давай едь. Я на поезде, прикинь, 3 суток, блин, до этого, до... Да, батя у тебя грамотно сказал, братан. Конечно. Так приехал, короче, куда там, от Новосибирска в Бийск, в Барнаул, из Барнаула в Бийск. И в итоге вот от Бийска еще километров 250, наверное, до этого Манжирока на машине ехали. Ну вот, и прикинь, у него баня, она, конечно, вся такая покосившаяся, но она бревенчатая, и она очень низкая, там вообще невозможно, там сидишь, и там просто очень жарко, там просто... По-черному? Да, почти такая, ну вообще настоящая такая, просто пипец. И нет, у нее, знаешь, у нее был один вот заход как по черному, а второй заход обычная баня. То есть с 2 сторон можно было париться. И, короче, выбегаешь, просто дверь открываешь, делаешь буквально 2-3 шага, блин, и ты летишь в Катунь, в реку. Прямо вот снизу, где-то высоты, точнее сверху, где-то с высоты примерно 3 метра, наверное. Просто летишь в Катунь, а Катунь, она голубая вода, и она просто ледяная вообще. Знаешь, она с гор течет, с ледников. И туда просто бамс, короче, вообще. И ты выныриваешь, тебя уже метров на 15, наверное, вниз по течению отнесло. Она очень быстрая. И там чуваки на рафтах все время катаются. На толстых, на надувных лодках. И там... Охота попиздить, да? Конечно. И... Тайминг такой. Там... Меня тоже не заткнуть. Да? Короче, ну не знаю, я просто так всегда. И там, короче, там несколько порогов, и самые сложные вот они вроде как считаются на Катуне. Типа 3-я, 4-я категория сложности в этих порогах. Там люди могут погибнуть. То есть там, представляешь, такие валуны, камни, и оттуда просто водопадами такими Катунь вниз идет. Ну, вот, я, прикинь, там жил. Там, знаешь, прикинь, у нее дома заходишь в комнате, все нормально, выходишь на кухню пожрать, типа. Она вообще отмороженная полностью, она реально, ей похер, она общается, знаешь, типа, с тем миром. Открываешь комнату, вот на кухню заходишь, вот, представляешь, это кухня, да, наверх поднимаешься, потолка нету, и, блядь, там звезды просто, знаешь, луна. Я такой, а что за фигня, где крыша-то? А крыши, типа, нету. Да нахера крыша, нормально и так. Я говорю, а как вы зимой здесь живете, блин? Там летом, знаешь, плюс 40 летом. А зимой там минус 40.